Дело в том, что помимо того, что на данном товаре должен быть наличие данного кода, но он должен еще проходить в системе «Честный знак». Как мы видим, он на товаре он нанесен, а программа его не распознает. Даже самым хитрым продавцам не удается скрыть от сотрудников Роспотребнадзора отсутствие маркировки на товарах. Штрих-код на некоторых изделиях есть, но он поддельный. Это может проверить любой покупатель через специальное приложение на телефоне «Честный знак». Правда, вот владелица торговой точки свою вину не признает. Говорит, товар привезли уже с поддельной маркировкой. Да и о ее необходимости слышит впервые. При опросе продавца продавец говорит, что он отсутствует в этой системе маркировки. То есть он не зарегистрирован в этой системе маркировки. Фактически на сегодняшний день наши действия какие? Мы должны арестовать этот товар, передать этот материал в суд и конфисковывать этот товар. Ну, вот сама система «Честный знак» им дает возможность, дает время промаркировать этот товар, остатки товара, так называемые. Им надо в срочном порядке зарегистрироваться в этой системе и промаркировать всю реализуемую им продукцию. Сколько у них есть времени? У них есть месяц. Одежда, обувь, кожаные изделия, табачная продукция, лекарственные препараты, духи и автомобильные шины. С конца 2020 года, перед тем, как попасть на прилавки магазинов, все эти товары, а также товары легкой промышленности, должны пройти процесс специальной маркировки. Следующая точка сегодняшнего рейда – магазин детских товаров в Назрани. Есть товары, на которых имеется маркировка, которые соответствуют всем требованиям технических регламентов. Вот на некоторые товары, которые мы видим, на них отсутствует маркировка. То есть маркировка она есть, но она с нарушением действующего законодательства. То есть отсутствует информация на русском языке. Сотрудники Роспотребнадзора разъясняют продавцам, что маркировка товаров призвана не только сократить объем нелегального оборота, но и повысить гарантию прав самих потребителей на приобретение качественного продукта. Правда, вот не все продавцы готовы к диалогу. Владелица парфюмерного магазина в Назрани не впустила на порог не только съемочную группу, но и сотрудников Роспотребнадзора. Впрочем, их, согласно закону, ей все же пришлось принять. Товар проверили, маркировки нет на большинстве продукции. Мы сталкиваемся не с пониманием, даже нас не хотят слушать. Но это уже чревато. Мы уже действуем. У нас есть объекты, которые мы ранее предупреждали. Уже по ним мы уже начали работу. Мы уже арестовываем товар, передаем в суд. А эти объекты мы раньше не проверяли, их не предупреждали. Мы чисто им идем навстречу на сегодняшний день. Мы их не должны были даже предупреждать. Но они сегодня не в курсе. Они говорят, мы не в курсе, нас никто не предупреждал, мы будем это делать. Но если они уже не сделают, мы уже их будем наказывать. С начала года оборот немаркированных товаров легкой промышленности в России официально запрещен. Карается это вплоть до уголовного наказания. А согласно федеральному закону, до 2025 года маркировку распространят на ювелирную, пищевую, легковую, химическую и даже авиационную продукцию. Амина Бокова, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.